Джумахон рассказывал. Каримов, Джумахон, вот, стреляли почти год будет скоро, 3 апреля. Один следователь меняется, второй следователь меняется, то следователь заболеет. Где это было? Это Русский район, поселок Тучково. Вот. Каждый день отфутболит. То следователь заболеет, то они опоздают, то один не может приехать на очень ставка. Они кто такие-то? Бывшие сотрудники полиции? Один действующий, по-моему, 2 действующих, один бывший. Это то, что события мы с вами обсуждали, когда расстреляли вас. Да. В Москве жена таксиста, в которого выстрелили из охотничьего ружья, через суд пытается наказать виновных. Мужчина уже почти месяц прикован к больничной койке, и его состояние оставляет желать лучшего. По словам пострадавшего, клиент, который якобы и ранил его, является сотрудником полиции, а по делу проходит почему-то в качестве свидетеля. Александр Белогуров выяснил, как такое возможно. Сумахон Керимов уже почти месяц прикован к больничной койке. Мужчина перенес сложнейшую операцию. Вместо кости у него в ноге теперь металлическая пластина. Вот ДДМ 2 раза делают перевязка, тут идет кровь и вот вся грязь, и пулю вытаскивают, 2 недели пулю вытаскивали, по чуть-чуть, по частям. Керимов рассказывает, работает таксистом и ранение получил, выполняя очередной заказ. Якобы приехал забрать клиента из автосервиса, а тот сразу набросился с оскорблениями, мол, слишком долго ждал. По словам пострадавшего, все произошло вот на этой улице. Якобы со стороны автосервиса на помощь к агрессивному клиенту прибежали его друзья. Причем в руках у одного из них было охотничье ружье. С таксистом завязалась борьба, и в какой-то момент прозвучал выстрел. В тот день Али был одним из первых, кто приехал на помощь к другу. Уже через 7 минут звонит, приезжай, мне ноги стреляли. Пришел, вот с дороги валяется, посадили его в машину, отвез ему. По словам Керимова, один из нападавших работает в местном отделе полиции. Якобы его мужчина неоднократно видел в форме. Ксения, жена пострадавшему, сразу обратилась в отдел, чтобы найти виновных. Впрочем, говорит, там ей заявили, мол, сотрудник давно уволен. Я говорю, а почему люди гуляют на свободе? Они мне отвечают, что нет оснований их задерживать. Мы решили задать несколько вопросов полицейским. В участке заявили, дело сдвинется с места только когда будет сделана специальная экспертиза и станет ясно, насколько сильно пострадал Керимов. Не ко мне вопрос. Я не делаю экспертизы. Моя задача жуликов поймать, злодеев, скажем так. Я ее сделал. Фотографии где у тебя? Со слов полицейского получается, что виновники пойманы. Но уже через минуту он спокойно заявляет, они на свободе. У вас еще остались какие-то вопросы? Где подозреваемые? Дом, наверное. Это 3 апреля 2016. Хорошо, но вот ваша супруга была, здесь ваш отец, вот сейчас теща супруга. Вот сегодня вместо с вами здесь адвокат. Вы постоянно находитесь на связи с адвокатом. Я взял жалобу. Адвокат написал очень прекрасную жалобу на бездействие следователя. А также представительство предварительного расследования. Правильно? Правильно, следователь ведет предварительное расследование. Да. Материал, соответственно, будет направлен на следственный отдел по ОВД по Московской области. Вы смотрите, в данный момент, исходя из того, что сделано адвокатом, ваше участие, все остальное, не забывайте самое главное. Единицы уголовных дел, которые получают реальную оценку и реально рассматриваются на прокуратуре, тем более обрати в погону сажать, эти единицы только при вмешательстве дипломатического корпуса Таджикистана, как гражданин, или, честно сказать, те люди, которые пришли не за деньги, не за погони, а за чистоту сегодня в наших рядах наших различных силовых структур работают на благо народа. Но вы самое главное, смотрите, что делаете, вы должны дальше идти. Вот я с вашей супругой разговаривал, она тогда мне говорила, что ей страшно здесь жить, потому что чувствует, она, есть угроза по отношению к нему. И до сих пор эта угроза есть. Год прошел. Никто не звонит, никто не угрожает. Мне Но на начальной стадии у вас были, да, подумали? Единственное, что хочу вам сказать, что вот человек, он работал. Вы теща, да? Ну да, я в принципе одна, вот у меня вот семья, вот и дети. Это все ваши вот дети совместно, да? Вот эти вот двое, а это мой. Какие суммы на лечение затратили? Больше миллиона. Да?
Да, это очень много. Человек не работает, миллион потратил на... Да, Мы продали там Пострелили участки, ногу, у машины. него телефон в кармане был, он в кость ушел. Кость ушел. Да, работала одна я, это самое. Василий Владимирович, пошел, Ну, сначала, да, очень вот тяжело. на начальной стадии, когда было. Нет, но Вы я позже вошел стали в дело, работать. когда дело уже начало провисать. То есть никаких следственных действий, это документы сейчас привез, надеюсь, их посол увидит. Сам дело пытались передать в Следственный комитет, потому что там работники полиции участвуют в этом деле. Следственный комитет вернул дело. Не мотивировали причем совершенно. Следователь говорит, что решает все прокурор. Пусть прокурор, как прокурор скажет, как ему будет. Прокурор говорит, давайте проведем, дает указание следователю. Начальник следственного дела, прокурор, давайте проведем исследование на полиграфе. Мы провели исследование. Жумахон, 3 свидетелей, неподозреваемых свидетелей, да, то есть подозрений никто не предъявил. Провели исследование еще в ноябре. Да? Все встало. Оружие у них Всё незаконно, никакой документ на оружие нету, на их. Они были пьяные, выпившие. Теперь вот у меня 2 детей, я не могу работать, чем их кормить, как их кормить, я не знаю. Да. Родился где в Таджикистане? В городе Куляк. Да. Я принципиально ставлю вопрос не только о привлечении к уголовной ответственности, но и о инкриминировании мотива вражды, потому что подозреваемые, которые еще не подозреваемые официально, они говорили, да, они говорили, понаехали, извините, чурки, мочить вас надо. Да. 282, кстати. Да, оскорбили жестко, побили меня, да. Сейчас они, следователи, говорят, что на них нападали толпами, они отстреливались. Получается, мы 1 на 1 с 3 бывшими сотрудниками полиции в Русском районе не можем ничего решить в плане, чтобы защитить потерпевшего. Я думаю, что сейчас сегодня будет встреча, представитель посол Таджикистана вас примет, да. Сейчас я наберу, едете на Громадный переулок, дом 13, и попрошу, чтобы они с вами встретились. Скорее всего, это вопрос без вмешательства МИД Таджикистана, без вмешательства дипломатического корпуса еще долго будет рассматриваться. Здесь явно есть признак совершения того или иного преступления, даже взять 290 на разжигание, представители власти, скорее всего, поможет быстрее, чтобы судебный процесс начался по отношению к данным наших Я сотрудников. 7 лет дома лежала. Ну, это с помощью, соответственно, Мы надеемся, что да. посол даст ноту, и это дело будет на контроле. Прекрасно. Прекрасно. Есть что-нибудь еще сказать? На этот раз мы мало. Скажи, как ты живешь, что денег не хватает, как есть, говори, не надо стесняться. Ну, она у тебя хорошая, на самом деле. Ну да, хорошая, ну на самом деле у мы нас... даже похожи друг на друга. Да. Да. У нас вообще, вот я не знаю, на что жить. Ходить может, а сидеть не может. Впереди еще операция колена не гнется. Посидит 5 минут, у него затекает, там все больно. Он да просто стоя дает. Ну, стоять проще, чем сидеть. Аппарат. До сих пор год получил. Ну да, вот такими вот штуками. Это уже у него гноиться перестало, а то прям гной вот с этим. Гной был. Гной, прям вообще кошмар. Это вы вот с этим лежите, да? Да, год уже. Это 6 месяцев, другой был 3 месяца такой. А это поставили в Москве, Цитов. А там в Русский районе лежал 4 месяца. Долго сидеть не могу.